Волонтерский центр «Единой России. Стоп коронавирус», проект «Наша забота», организовали в Уфе на базе регионального исполкома партии «Единая Россия». Волонтеры в рамках проекта «Наша забота», причем не только партийцы, отвечают на звонки, раздают маски, покупают и привозят продукты питания, медикаменты, консультируют и встречают тех, кто приезжает в регион. Глава Башкортостана Ради Хабиров у волонтеров. Из 300 осталось около 100. Но это продуктовые, старитейлы, собрали, баллонки, все где-то по 30 кинули. Это организовала Башкирская торговая ассоциация. Молодцы. Сейчас котлеты начинаем. То, что нужно, да? Да, и котлеты начинаем. Это уже раскидываете? Это А раскидываем. как определяете, кому? Ну, звонят, говорят, какая ситуация жизненная. Мы проверяем через соцработников, домкомы или сельсоветы. 3 таких, скажем, маркера, по которым мы проверяем. Все на доверии. Ну, проверяем. Но все равно надо как-то общие, да, базовые вещи посмотреть. Рафич, а куда мы идем сейчас? Мы идем посмотреть, как работает колл-центр и штаб волонтеров «Единой России». Это люди, которые объединили сейчас все горячие линии в Республике Башкортостан. На передовой, что называется, Вот тут информационной. несколько общественных организаций, которые вокруг партии сейчас объединились. И вот я очень много положительных отзывов слышу, таких теплых. Хочу посмотреть и ребятам спасибо сказать. Вы всегда ставили задачу, чтобы партия была человеческим лицом. Вот он. Вот оно, пожалуйста. Это так. Сразу туда? Да? Здравствуйте, ребята. У нас здесь онлайн-лекторий идет для старшего поколения в этом вашем кабинете. Здравствуйте. Здравствуйте. Рим. Здравствуйте. Здравствуйте. Да? Здравствуйте, ребят. Здравствуйте. Азат Наташ, это Здравствуйте. по самоизолированным. Расскажите. Ну, значит, за эти дни работы 2396 человек обзвонено, значит, предоставлена информация 1295 человек. 233 человека дали отказ разговаривать пока. Но на сегодняшний день... То есть вы проверяете, кто должен здесь сидеть дома, да? Кто должен сидеть дома, мы их проверяем конкретно. И, значит, у нас получается на сегодняшний день 409 человек. Ну, планируем 297 в работе. 112 исключили, потому что срок прошел. Поэтому вот так. Ну, ребята работают конкретно 2 смены с 9 до 9 работаем. Молодцы. Здесь 2 смены, там в 3. Ну, это такая тяжелая работа, наверное, Очень все-таки, да. И люди где-то, может быть, и понимания нет. Но надо всегда очень вежливым быть. Иной раз, Всегда вежливым и свою линию проводить. иной раз получаем нехорошие ответы, но очень конкретно отвечают. Ребята хорошо работают. Но это в их интересах и в интересах всего общества. Конечно, конечно. Спасибо большое. Себя берегите. Волонтерский центр. 23 тысячи звонков примерно с 23 марта. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. 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 Как настроение? Рабочий, Ради Фаридович? Много работы, да? Расскажи. Сейчас чуть спокойнее стало, но вообще у нас количество звонков резко увеличивается. Вот когда, допустим, выступление Владимира Владимировича было, ваше выступление, когда было принято решение о самоизоляции, если у нас в первые дни работы количество звонков за сутки было порядка 600-700, то после таких выступлений оно кратно увеличивается, порядка 2000 звонков за смену принимаем. Потому что, ну, у людей сразу много вопросов. А вот какие основные, вот какие типы вопросов? Основные вопросы, Ради Фаридович, если первое время было то, что нехватка масок, вопросы по самоизоляции и так далее, то сейчас в основном все вопросы сводятся к вопросам передвижения. Как передвигаться, закрыт ли у нас город Уфа, закрыты ли районы, как забрать детей, которые были на каникулах. Ну вот на выходных было очень много вопросов перед началом продолжения учебы. Вот, родители престарелые, на дачу как съездить. Сейчас многие... А вот кому помощь нужна, сюда звонят, да? Тоже сюда, только говорят кодовое слово «наша забота». А почему? Ну, потому что наша забота у нас переключаем, собираем и потом даем заявки в наш отряд волонтерский.
И потом. А здесь как организовано дежурство? Работаем 24/7, Ради Фаридович, круглые сутки. То есть у нас... А ночью тоже звонки есть? Ночью тоже звонки есть. В среднем порядка 100 звонков оператор за ночь принимает за ночное дежурство. У нас... Ночью что? Ну, когда МЧС позвонила, что обращаться сюда, тут было 1000 звонков, когда дал наш телефон. Но основные там вопросы, они осмысливают то, что было принято, и высказывают свое мнение по поводу того, как лучше сделать. Да. И здесь принимается решение, потом кому материальная помощь там или продуктовый набор? У нас есть отдельно волонтерская служба, по самоизоляции отдельно служба, ну, институционный Вы центр. каким образом обеспечиваете? Маски, получается, да? Дезинфекция? 12 000 масок мы И раздали. дезинфекция, все, что было. Дезинфекционные средства, это с партии из Москвы нам дали. Да. Ну, а продукты дают все с миру по нитке предприниматели. Ради Фаридович, сейчас вот еще много вопросов. Пенсионеры сегодня звонят и говорят, вот, ну, на сайте работа, дорога 02, надо будет регистрироваться. И они спрашивают, а как нам поехать на дачу, нужно ли нам тоже регистрироваться? Вот Нужно. этот вопрос очень актуален. Вот 15 линий примерно, по которым мы тоже переадресовываем. Но сейчас многие переадресовывают, наоборот, на нас. Но работаем, в принципе. А сколько всего, вот получается смена, сколько? Ну вот у нас днем сейчас мы, если первое время начинали где-то 10 человек, сейчас увеличили, у нас 12-14 человек работает и старший по смене. Ночью у нас, ну вот в зависимости от ситуации, вообще у нас как бы один человек еще до 12, а так с 9 до 9 дежурят люди, да. Но вот когда вот МЧС сделала рассылку с нашим номером, нам пришлось экстренно увеличивать, у нас в ту ночь 4 человека работали, за ночь там порядка 300 звонков было. Ну и, откровенно говоря, ночью звонят много пьяных, вот, звонят люди просто как бы негатив высказывают, поэтому вот, ну, операторам приходится все это через себя пропускать, весь этот негатив, и работать в качестве психологов. А есть какая-то помощь, вот специалисты, психологи вас как-то инструктируют, вот как или нет? Но у нас проводили мы обучение вместе с Минтрудом, Минсемьи, психологи как раз были с Минздравом и с МЧС, поэтому обучение все прошли. Сейчас кто вливается, их дополнительно уже инструктируют старшие вот по линиям. Ну и вообще у нас также есть из Республиканского центра социально-психологической помощи тоже по 2 человека в смену у нас дежурят. Вообще у нас вот если наш состав посмотреть, у нас здесь как и сотрудники исполкома есть, помощники депутатов есть просто на волонтерских началах. Вот Евгений прошлую неделю вообще круглые сутки здесь, вот он просто... С опоры России. С опоры России, он просто приходит, помогает. Молодые врачи здесь у нас помогают. То есть уже такой у нас разношерстный состав получается, и большинство людей уже просто на общественных началах, и еще много желающих, которые говорят, мы готовы работать, только скажите, когда. Гульшат, скажи, пожалуйста, какие вопросы сегодня были главное? Сейчас много стало, конечно, безработные, которые просят какую-то помощь. Ну, вот пакет многодетные, малоимущие. Потом школьные пакеты, сухой паек, каким образом они будут получать. Вот такие вопросы. Ну, школьные пакеты уже пошли, все, то есть мы уже отработали и так далее. Ну, вот По безработным, там правительство в 9 апреля должно мне представить программу вот, по занятости, там какие-то реальные решения будут. Но пока вот ситуация такая, я вам точно могу сказать, что количество вакансий, которые есть, перекрывает количество тех, кто нуждается. Поэтому у нас еще вполне можно найти Мы работу. всех направляем на сайт и на телефон горячей линии, чтобы на службу, вот, на бирже труда не вставали. Сейчас же тоже электронно делается. Да. И, конечно, сегодня много вопросов по республиканской больнице. Мы там консультируем. Ну, мы с Минздрава все рекомендации получили, ну и всех консультируем нормально. Ребят, спасибо большое всем. Спасибо, молодцы. Себя берегите, пожалуйста. Спасибо. Ради Фаридович, вы без маски? Зараза к заразе не предстоят. Ну, а на самом деле, как вы оцениваете работу ребят? Очень хорошо. Здравствуйте, ребята. Сидите. Как настроение? Рабочие. Очень энергично, очень организованно развернули колл-центр. Вот колл-центр партии, ну реально их же много, один из самых организованных. Поэтому это вот очевидно, большая работа. Молодцы. Прямо. У нас тут и ночные волки есть, и движение Шеймуратова добровольческое, и молодежная общественная палата, молодая гвардия Единой России, волонтеры депутатов Госдумы, руководитель волонтерского отряда объединенного «Стоп коронавирус. Наша забота» Александр Толстых.
Айнур Бергалин, который у нас обучение волонтеров помогал проводить. Сейчас по всей республике ваши волонтеры работают. Айсалу у нас волонтеры Победы. Хазырова, Лейсан у нас волонтеры-медики совместно с ОНФ работают. И дальше там у нас волонтеры Минмолы. Ну, ночные волки, вот Семен, тоже они развозят на мотоциклах. Сколько у тебя мотоциклов? Ну, у нас мотоциклов-то много. Мы сейчас саккумулировали порядка 28 машин, ну и плюс добровольцев, волонтеров. Мы помимо нашего клуба привлекаем все другие мотоциклетные клубы и, соответственно, свободно. А пока хватает волонтеров или рост? Около 2400 у нас на сегодняшний день волонтеров, 2258 вообще волонтеров, 2400 мы ожидаем, то есть это по тем заявкам, с учетом районов и городов. Но, в принципе, достаточно. На тот объем помощи, который у нас сейчас есть, это достаточно. Очень много помогают. Вот волонтеры, допустим, ОНФ, они помогают доставлять продукты. Это тоже важно, потому что ритейл, он от 1000 рублей там и выше только помогает, а маленькие, это действительно только вот могут волонтеры. А вот количество продуктовых пакетов, которые вы собираете, удовлетворяет количество запросов на эти пакеты? Оскар, ну сейчас уже практически становится, что где-то не хватает, да, в каких-то районах. Вот сейчас мы 220 продуктовых наборов раздали. А что за люди, вот это многодетные, пожилые? Как правило, это пожилые люди, то есть мы смотрим по тому, какие они продукты заказывают. Иногда вот заказывают на 1500, на 2000, а есть люди, которые заказывают продукты там на 150-200 рублей, и они прямо говорят, там самое дешевое молоко, а самый дешевый хлеб. Таким мы, естественно, дополнительно включаем продуктовые наборы бесплатные. Ну да, это порой самое сложное. Иногда даже есть возможность решить эту проблему, потом как попасть в точку. Ну вот сейчас есть предприниматели, обратился один предприниматель, нам готов сейчас горячие обеды, мы с ним сейчас прорабатываем здесь вот на Акбузат столовую выдачу организовать, тоже через волонтеров по заявкам. Второе, Даска, Антонов, котлеты будет наборы привозить уже с четверга. Мы тоже по заявкам, в принципе, я думаю, будем справляться, потому что они готовы достаточно значительное количество этих пакетов. А вот волонтеры ваши предохраняются, да, то есть маска, перчатки, Да, маски, все, что перчатки, да. антисептики. Все это есть, да? Более того, да, доставка, естественно, бесконтактным путем, то есть на расстоянии 1,5-2 метра оставляем продукты. Затем, если это бесплатные наборы, то без оплаты. Если же у нас получатели оплачивают продукты, то они точно так же либо на мешочек какой-то, на пакетик оставляют деньги по чеку, только по чеку сама доставка бесплатна, и уже после этого у нас ребята забирают эти деньги. Агрессивных нет было никаких случаев доставки? Ну, бывают, всегда бывают такие случаи, агрессивные, неадекватные. Вчера Боржоми просил кто-то заменить, мне звонил прям, почему Боржоми привезли не того номера? Да. То есть, бывает, есть эстеты. Бывает, у нас заказывают разные продукты, вот, утонченные, там, корм для кошки с каким-то вкусом, и, безусловно, мы не все можем найти. В таких случаях мы стараемся вот по ходу покупки звонить и согласовать другой выбор. То есть, как правило, согласуют, идут на встречу. Деньги либо наличку, либо потом они бросают на карту, да? Как-то? Да, либо у нас два способа, мы сразу им говорим, это либо наличные, либо оплата картой. Как правило, поскольку у нас 65+ группа риска, то картой умеют пользоваться небольшое количество людей, поэтому в основном, если речь идет о доставке не бесплатных наборов, то деньги оплачиваются наличными средствами. У нас где-то 20 волонтеров известных людей. Вот один из первых это Руслан Тагирович. Руслан Тагирович, ты как деньги брал у пенсионерки? Я первый раз в Сбербанк онлайн Ради Фаридович перечислил, а второй раз мы договорились, через пакет передавали. То есть в пакет вложили. Вот. Ну там не просто было, потому что всегда сдачи не бывает же. Вот. Ну, а в целом нормально. А как в муниципалитетах организованы аналогичные штабы? На наших вот исполкомах местных координаторы они стали. Там же также фокусируется помощь вместе с центром «Семья». И руководитель штаба — это обычно зам по социальных вопросов. Координатор наш вот исполнительный секретарь. Мы потому что знаем, что он у нас, мы знаем, что он там в контакте с и волонтерским центром, и с центром «Семьей», что там помощь никуда не пропадет и пойдет адресно. Расскажите, Тимир Раджабович, как начал наш отряд Шаймуратова работать? Начал? Ну, уже мы третий день или четвертый день мы работаем.
Как вы знаете, мы уже давно поднимаем этот вопрос насчет Шаймуратова. И вот первый день, когда у нас карантин объявили, мы тоже также решили создать добровольческий отряд имени Героя России имени Галимага Шаймуратова. Рустам Маратович сразу поддержал, я думаю, Радик Фаридович тоже вы поддержали, потому что самый трудный момент в годы Великой войны Шаймуратов генерал в республике создали кавалерийскую дивизию, и в такой трудный момент мы тоже решили своим способом, тогда кавалеристы были, а сейчас на своих машинах, на железных лошадях решили помочь нашей республике. Мы на сегодняшний день отработали 25-30 адресов. Вы только в начале еще. Это начало, да. И в районах у нас, в каждом районе, вот Салаватский район, сегодня мы связались, 80 патрулей ходит, 40 машин уже готовы в любой момент оказать помощь. И в каждом районе вот ребята готовы оказать любую помощь. В районах живут родители погибших воинов, афганцы, чеченцы и другие, там, которые нуждаются в помощи. Я бы сказал, вот этим людям надо в первую очередь как-то оказать помощь, потому что они дома, сына нет, никого нет. Вот этим людям бы в первую очередь помочь Рустам Маратович. Вы заявки собираете, да? Да, Мы договорились, по вашим заявкам будем организовывать выезд. Пока, может быть, Айнур Азаматович, скажете по поводу оповещения. По всем мечетям организовали, да? Мы где есть возможность, оповещение сделали с при помощи минарета, чтобы население это охватить. Но где есть возможность, мы там делаем. Да, мне янаульский глава рассказывал об этом опыте сегодня. Да, помимо того, вообще мы проект готовили, чтобы совместно ГО МЧС вот этот проделать, потому что каждый раз обращаются, когда оповещение нужно, мы оповещаем. Было бы хорошо, если бы как-то вот совместно это сделать и на будущее, потому что в мечети там звук хороший. Помимо того, у нас где-то 200 волонтеров, которые с личным автомобилем по всей республике обучение прошли, заказы отрабатывают. Но на самом деле есть проблема, то что не каждый пенсионер знает, и лучше бы нам списки найти. Мы начали сейчас свои списки формировать. Но мы-то делаем вообще это безвозмездно. У нас, альхамдулилля, возможности есть. Где есть возможность, мы вообще там просто привозим, оставляем. Плюс сегодня 1000 масок приехало, тоже волонтерам будем раздавать и нуждающимся. И плюс к концу недели еще ожидаются маски. Ну и предприниматели тоже дают. Спасибо. Я просто волонтерам хотела обратиться. Ребята, у нас есть дома, где живут очень много слепых людей. И как-то, мне кажется, вот им труднее всего. Да, да, вообще в целом. Да, это вот ВОЗ, это значит Кирова 47 и на Достоевского. Будьте внимательны, ладно? Римомерно, мы список колесников сейчас обзваниваем. Если список найдем, слепые тоже, давайте тоже начнем обзванивать их. Я их всех знаю, я вам дам. Вы, во-первых, знаете, надо, соответственно, общественную организацию сюда привести, прямо пригласить, поговорить. Акшенцева пригласим, мы с ним хорошо, да. Свяжемся с ним, свяжемся. Им труднее, там я есть 7 вот слепых. эту работу, еще раз говорю, считайте, что в начале пути первое, вам точно нужно готовить следующую волну, но и самое главное, себя берегите. Почему? Потому что, ладно, вы молодые, переболеем, слава богу, не дай бог кого заразите, и такая цепочка пойдет, и так далее. Поэтому берегите себя, пожалуйста. Можно? Я просто хочу как от ветеранов, от жителей республики Важну, я не могу вот такой сказать Сирия. Но коронавирусом она закончится когда-нибудь, но у нас вот работа, которую мы начали, это 77 лет тому назад Шаймуратов генерал погиб в Луганской Народной Республике, и с того момента вот у нас шла борьба, но вот писали везде и хотели присвоить имя Герой Шаймуратов, присвоить имя Герой Советского Союза. Знаете, вот с 2012 года мы собирали подписи, более 500 тысяч подписей собрали. И вы, Радик Фаридович, просто хочу сказать от жителей Башкортостана огромное спасибо за Героя России. Это не мне. Это нужно сказать Владимиру Владимировичу. Нет, но вы все равно подняли, вы свои слова сдержали. Вам огромное спасибо. Спасибо. Радик Фаридович, можно символически вам все-таки дать вот такую куртку, наша забота? Давай ее оденем. Сейчас, то есть он поместится нормально? Какая вот эта побольше, по-моему? Я как вижу. Вот.
Я уж, знаете, подумал, я не буду таскать вместе с вами. Наверное, я более полезно сделаю, если буду у себя в кабинете заниматься своими делами. Вот. Но вам за это спасибо большое. Спасибо. Раиф, и если можно, нашему волонтеру 55 лет исполнилось. Я просто вручу, если можно, при вас почетную грамоту. Рим у нас отвечает, Рустем Фаритович отвечает у нас за волонтерский отряд Уфы. Не буду, раз решили не рукопожать, просто давайте поаплодируем. Спасибо. Спасибо. Спасибо, ребят. Я к вам еще загляну через неделю, через 2. Спасибо. Спасибо. Берегите.